дискуссии между татарскими и башкирскими историками, мне кажется, один из таких же споров, как и между татаристами и булгаристами. Дело в том, что очень часто мы по-разному просто трактуем и формулируем разные вещи. Ща пытаюсь объяснить это несколько проще. Дело в том, что башкирские ученые исходят из того, казалось бы, непреложного факта, что на территории Южного Приуралья башкиры жили с X века. И вот как они появились здесь, как одно из тюркских племен, так они продолжали жить и существовать вплоть до сегодняшнего дня. Ну, претерпевая определенные трансформации, изменения и так далее. В этой связи, конечно, раз это их историческая родина, то, значит, получается, речь идет о границах распространения вот этой самой общности, этой самой родины. Мне кажется, что это не совсем правильная постановка вопроса. Дело в том, что кого понимать под башкирами X века? То есть башкирские историки исходят из прямого отождествления современных башкир и тех башкир, которые нам известны у, например, Ибн Фадлана. Но, судя по всему, между ними есть большая серьезная разница. Я уж не говорю, что речь идет, с одной стороны, о каком-то племени, а другом о современной нации. Но и даже само это название, скорее всего, не является идентичным. Сейчас объясню. Судя по тем данным, которые нам известны, вот эти самые баджгарды, маджгарды, это племена, ну, мадьярского происхождения. Собственно говоря, баджгард, маджгард, Б и М часто в источниках, ну, диалектно, видимо, перебивалось. То есть в одних и тех же арабских источниках это население, например, современной Венгрии называлось маджгардами, маджгардия, и одновременно там же есть баджгард и маджгард. Вот, судя по всему, в Южном Приуралье вот возникла эта протомадьярская общность, которая существовала довольно долго, и часть этого населения переселилась завоевала новую родину в Паннонии, где и возникла, ну, современная Венгрия, дав основание венгерскому народу. То население мадьярское, которое здесь осталось, оно испытывало довольно сильное воздействие с разных сторон. С одной стороны, возникла Волжская Булгария, с другой стороны, действовали различные племена тюркского происхождения, печенеги, агузы, кипчаки, обобщенные названия разных племен. Но, тем не менее, они вступали в взаимодействие с этими маджгардами, хотя вплоть до, очевидно, XIII века, до начала XIII века, они сохраняли какую-то, ну, определенную автономию. В частности, венгерский монах Юлиан, который посетил Волжскую Булгарию, он говорит, что встречался с некоторыми венграми и говорил на их языке. Не совсем понятно, ну, на каком языке, но можно предположить, что он говорил с ними на венгерском даже языке. То есть это сохранялась какая-то общность. Об этом же пишут практически все восточные источники. И, собственно говоря, баджгард-маджгард – это название, часто повторяющееся во всей восточной арабо-персидской историко-географической литературе. То есть это стандартное описание определенного народа. Это сыграло определенную роль, когда эта письменная традиция стала общей и вошло во все описания. И практически все средневековый период времени, вот эти самые
из одного труда в другое переходило понимание того, что в Приуралье находится территория некоторой Башкирии, где живут башгарды-машгарды. И позднее это перешло в описание уже Золотоордынского государства. Стоит ли говорить, что здесь жили тюркоязычные башкиры? Очевидно, правильная постановка вопроса будет такой, что на территории исторической Башкирии, которая получила название от древнемадьярских племен, проживали определенные тюркские племена. Мы не знаем, как они сами себя называли. И были ли эти племена, собственно говоря, башкирскими, потому что, судя по тому, что сейчас изданы многочисленные тома о племенном составе, то среди этого многочисленных племен нет, собственно, племени башкир. Разные вот эти племена имеют разное происхождение. Одни это как юрми, юрматы, да, это как, очевидно, наследие какого-то вот этого мадьярского прошлого. Другие, как минги, племена какого-то монгольского, возможно, происхождения, меркиты, мангыты и так далее. То есть каждое племя можно разобрать, и понятно, что оно не формировалось на этой территории. И это все племена, которые кочевали по Великой Степи и оказались здесь в определенный момент времени. Вот этот самый момент времени, очевидно, тоже связан с эпохой Золотой Орды, когда вот эти кочевые тюркские племена заняли водоразделы и вели вот кочевой скотоводческий образ жизни. Одновременно на этой же территории проживают и довольно многочисленные группы земледельческого мусульманского населения. По крайней мере, и бассейн Ика, и бассейн Белый были заполнены как раз населением, которое вело земледельческое хозяйство. Сохранились многочисленные мусульманские могильники. Здесь же надгробия, которые идентичны надгробиям, например, из города Болгара. Все это говорит, что это вот существовала единая общность, в которую, значит, вот инкорпорировались и которые существовали параллельно с определенным кочевым тюркским населением. В период распада Золотой Орды земледельческое население сдвинулось к Каме и почти ушло из этой территории. Среднего течения реки Белой, скорее всего, двинулось к устьям вот этих самых рек и прижалось к Каме. А после присоединения этой территории к российскому государству, вот эта самая историческая Башкирия была включена в состав российского государства, и здесь российское государство пыталось навести определенный порядок среди вот этих самых кочевых племен. Им надо было как-то их определять. Каждое племя не создашь определенный кодекс земельный, законодательный, поэтому, заключая с ними договора, они их именовали по башкирскому праву, то есть не по названию этих племен, судя по всему, а по той территории из названия исторической области, которая утвердилась еще с эпохи Золотой Орды и Казанского ханства. То есть российское государство здесь ничего не выдумывало. Эта территория исторически считалась Башкирией, и население, соответственно, которое там проживало, имеется в виду определенного сословия, то есть это какое-то кочевое, в первую очередь, скотоводческое население, оно
присягая российскому государству, получала, ну, так называемые башкирские права. И, соответственно, ну, получала название башкирский. Само существование исторических областей и название вот этих самых исторических областей не является чем-то, ну, странным или небывалым. Например, ну, в Испании существует и до сих пор область Андалусия. Ну и даже мусульманская Испания именовалась Аль-Андалус. Но дело в том, что само это название Андалусия восходит к Вандалусии, то есть территория проживания вандалов. Но вандалов в Испании не было уже со времен вестготов, которые, собственно, их изгнали, уничтожили и выдавили в Северную Африку. Но как историческая область Андалусия сохраняется до сегодняшнего дня. И даже этнографически население Андалусии, ну, является определенной этнотерриториальной группой испанского народа. Хотя я думаю, что, возможно, через какое-то время мы узнаем, что они являются наследниками этих самых вандалов. Ну, так вот работает историческая память. Ну, историческая область, например, которая нам широко известна, Палестина, происходит от названия народа филистимлян. Ну, скорее всего, народов моря, то есть какие-то завоеватели, которые двигались с севера, возможно, имеющие связь с античными греками. Ну, никаких филистимлян уже нет с эпохи Ветхого Завета, а территория Палестины является даже международно признанным государством. Таким образом, исторические области и исторические названия, переходящие в современность, это не есть что-то такое необычное. Просто если рассматривать с точки зрения, ну, вот, современного существования вот этой самой Башкирии и экстраполировать это на древность, то действительно можно создать, ну, история башкир в древности. Но это не объясняет, как произошло, что древнемадьярские племена башкиров вдруг стали современными башкирами. Мне кажется, что здесь наложение очень многих элементов, и в эпоху формирования в советский период башкирской историографии, как и для многих, в общем, национальных историографий, произошло подмена понятий. Ну, например, как после образования Узбекской республики все население, ну, были написаны история Узбекской ССР, были написаны, объявлено, что все население является узбеками, в то время как никаких узбеков в XIX веке, кроме небольшой группы кочевых тюрков Мавераннахра, которые даже себя узбеками, это была кличка, они не считали себя узбеками. А городские жители это были тазики и сарты, основное население, которое по переписи фиксируется вплоть до 70-х годов XX века. И никаких узбеков не существует. Но тем не менее, вот, а главный герой узбекского народа это эмир Тимур, который всю жизнь, собственно, потратил, воюя с этими узбеками. То есть вот это перебив, контаминация исторической памяти, выборочное использование разных элементов, оно характерно для формирующихся национальных историографий. Но это не значит, что мы должны и сейчас следовать этой традиции. Мы должны обратиться к источникам, фактам и заново посмотреть на эти события. И как раз вот наша задача, в том числе вместе с современными башкирскими историками, археологами,
лингвистами, посмотреть на эту ситуацию с несколько другого ракурса. И я думаю, что мы найдем общий язык и получим более многомерное, более сложное представление об этнических, этнокультурных процессах в период Средневековья и нового времени на Южном Урале.